против этого протестуют, говорят, что это как-то может им помешать и даже истребить башкирскую пчелу, ну и так далее. Давайте сегодня попытаемся с экспертами разобраться в этой теме, действительно ли это так, выслушать мнение сторон. Это, я считаю, очень важно. В гостях сегодня Салават Нафиков, руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии. Салават Тагирович, добрый день. Добрый день. Михаил Косарев, директор заповедника Шульганташ. Михаил Николаевич, здравствуйте. Евгений Сорокотяга, пчеловод и юрист. Евгений, добрый день. Сергей Мулюков, генеральный директор компании «Башкирские пасеки». Сергей Георгиевич, здравствуйте. И Елена Салтыкова, старший научный сотрудник лаборатории биохимии, адаптивности насекомых Института биохимии и генетики Российской академии наук, доктор биологических наук. Елена Станиславовна, добрый день. Здравствуйте. В таком составе начнем все по традиции, как и всегда во время программы «Ищем выход». По очереди наши сегодняшние участники эфира выскажут свое мнение, свое отношение к ситуации, а дальше мы уже, если какие-то вопросы возникнут дополнительные, попытаемся все это подробно разобрать. Ну что, предлагаю начать с Салавата Нафикова, руководителя директора по особо охраняемым природным территориям Башкирии. Салават Тагирович, пожалуйста, ваше мнение, ваше видение этой ситуации. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение. Да, проблема актуальная, она родилась, эта проблема не сегодня и не вчера, она всегда была. Да, надо обсуждать, надо какие-то решения в любом случае принимать. И надо принимать такие решения, чтобы это устраивало всех и игроков рынка, и традиционных пчеловодов, да и всех остальных, в принципе. Ну, наверное, где-то тема может и политизирована сегодня, на сегодняшний день, потому что, да, много кто хочет разобраться в этой теме, но надо отметить одну вещь. Тут надо, наверное, в большей степени специалистов слушать, то людей, которые в теме. И поэтому, я думаю, вот сегодня пообсуждав, наверное, мы какие-то вопросы закроем и сегодня, и будет, надеюсь, у людей будет понимание, что же происходит в Башкирии с пчелами, что происходит с медом, и что дальше делать, куда дальше развиваться. Но я, наверное, сейчас останавливаться не буду. Тут коллеги более опытные в этом плане и аргументированные. Я предлагаю, наверное, послушать других, а где-то в комментариях я тоже готов поучаствовать и подискутировать на эту тему. Ну, хорошо, все-таки вот хотелось бы, чтобы вы обозначили, сказали, что это политизированная тема, что вы имеете в виду, кто ее пытается политизировать. Ну, коллеги, давайте начну, наверное, с того, что я вот вчера тоже выезжал на эту территорию, в Ишимбае был сход населения, а так как территория государственного природного заказника, ну, понятное дело, это территория наша, мы управляем этой территорией, мы пообщались с многими пчеловодами. Ну, у пчеловодов один момент, больше всех, который их волнует, это на самом деле даже не промышленное пчеловодство или там кто-то там, который издалека что-то делает, а их больше волнует вот приземленные темы. Допустим, те же земельные участки, да. Вот вы должны понимать, люди деревни как-то они по-другому живут. У них и отцы, и дети, и прадеды занимались, и сами занимаются, и будут заниматься этим пчеловодством. Они никогда не оформляли земельные участки, не сенокосные угодья. Вся скотина у них в свободном выпасе. Вот такой образ жизни у людей, они так живут. И тут выясняется, что сейчас надо жить по другим чуть-чуть законам, надо, оказывается, земельные участки оформлять, а для нас это уже как бы нормальное явление, так и должно быть, это же правовое поле некое, да, ты защищен неким образом. Они это и поняли, что надо оформлять. Вопрос только в другом, тут бюрократии очень много, да, там ходить надо, в Уфу приезжать, где-то что-то писать. Но есть же сейчас и в режиме онлайн, там через МФЦ многие вопросы можно решить. Эти вот базовые вещи людям объясняли. Да, может, где-то там не доработали местного уровня чиновники, которые это не объяснили в первых шагах. Может, они и сами настолько не сильно были компетентны. Я вот после вчерашнего разговора с пчеловодами, я для себя-то точно понял, что вот первая проблема, вот эти земельные участки. Я говорю, в чем проблема, ребят? Ну вы идите, оформляйте эти земельные участки. Они говорят, а что, можно было, что ли? Я говорю, а что до этого думали? И думаете, всю жизнь так будет, да, вам земельные участки все будут бесплатно давать, как хотели, так и будете жить. Говорю, ну, ребят, времена меняются, надо, говорю, идти оформлять земельные участки.
То есть вот первая проблема это решена. По второй проблеме, которая касается, что будет гибридизация, будет смешение, там, вытеснение местных пород, ну, эта проблема, она не сегодняшняя, она проблема была за последние, наверное, 10-15 лет, она очень актуальна стала. Актуальна стала именно благодаря завозу других пород, именно, скажем так, жители местные больше этим занимаются. Почему этим занимаются? Потому что это пчела дешевле. Та же башкирская популяция, или наша там темно-лесная, она в разы дороже, потому что там экономика такая, чтобы получить пчелиную семью именно этой породы, это огромный труд, это огромные деньги в любом случае, их не так уж много. И у нас таких вот в республике очень мало где поставлена эта вот системная работа по выведению этой породы. Понятное дело, она не может конкурировать с дешевой пчелой. И поэтому люди, когда сами же пчеловоды, да, покупают эти дешевые пчелопакеты и привозят себе в деревню, и соседи тех же людей, пчеловодов, начинают этим заниматься. Вот соседи никогда там между собой они не ругаются, не переворачивают эти улья, а переворачивают тех, которые приезжают с соседних деревень или городов. Вот я вчера конкретно услышал пчеловодов, что у них были претензии к стерлитамакцам. Ну, это в Стерлитамаке люди, которые занимаются пчеловодством, которые на лето приезжают, ставят на медосбор во время липы свои улья. А стерлитамакцы, они тоже как бы какие-то корни есть в Ишимбае, они как вроде тоже местные считаются, да, их тоже вроде бы с ними конфликтовать они больно не хотят. А если заходят серьезные инвесторы и вкладывают деньги, а деньги вкладывать, надо заметить, что это в отрасль вкладывают деньги, и тут начинаются вот эти проблемы. Проблемы просто недопонимания до конца. И местная реакция такая. Но она такая, на самом деле, абсолютно... Вот в Ишимбае, это вот, могу точно сказать, когда после того, что вчера пообщались мы с народом, я это понял, что это локальная. Но она была понятна для специалистов. Другое дело, у нас мало кто разбирается в пчеловодстве. Вообще вот эту тему от начала до конца мало кто до конца вникает во все процессы. И в каком смысле? В смысле, что-то связано с бюрократией или в целом с процессом пчеловодства? Скажу, целым процессом, все вот эти бизнес-процессы, которые выстраиваются в самом пчеловодстве, я образно говорю, да, мало кто разбирается в деталях, мало кто, я не говорю про пчеловодов, которые этим занимаются, а тех наблюдателей, которые пытаются сейчас это комментировать или каким-то образом поучаствовать в этой теме. Но есть люди, которые в этой отрасли разбираются, начиная от экономики, да, заканчивая там за технией, там ветеринарией и все остальное, а есть люди, которые в этом не понимают. Вот в этом-то и проблема, понимаете? И поэтому вокруг этой темы она вот нагнетается, а проигрывают от этого. Самое главное, местные пчеловоды и вообще вся отрасль проигрывает. Потому что нам в Башкирию вот инвесторы на сегодняшний день не выстраиваются, особенно в пчеловодстве. Самая вот парадоксальная ситуация. Огромные ресурсы есть, да, где можно работать. И работать всем работы хватит. И второе, возможность выйти на другой уровень, именно по пчеловодству, да, на другие объемы и занять ту нишу, которая сегодня, вот башкирский мед, как бренд, да, он сильно страдает, потому что у него огромные проблемы. Люди, которые с этим работают, понимают, что у нас сегодня огромное количество подделки, которые за пределами республики продается, просто в огромном количестве. Даже никто сейчас точно цифру вам не скажет. Вы в Москве, сами же знаете, да, мы как с метро выходим, везде стоят, Аккураевый мед продают. Вот вам простой пример. Понимаете? А я не говорю об экспорте. Да. Экспорт – это вообще отдельная тема, которой надо заниматься. У нас почему-то пчеловоды привыкли жить 3-литровыми банками, все мерить в 3-литровых банках. Вот в этом-то и беда вообще всей экономики в этом. И это надо нормально, я понимаю, будет сопротивление, нормально надо выстраивать вот эту линейку, вот эту систему. Хорошо, Салават Тагирович, но все-таки, насколько я понимаю, да, эту ситуацию, люди не против как-то научиться вот этим современным инструментам, да, научиться как-то выстраивать свою бизнес-модель по закону в том числе. Они ведь протестуют в основном против захода нового игрока на рынок. Вот, например, у нас слушатель Алексей пишет. Добрый день. Почему так получается, что для восстановления, сохранения и разведения башкирской популяции среднерусской пчелы нам нужен французский дядя? Неужели мы не в состоянии организовать сами?
Но тут, наверное, я не соглашусь, нужен ли. Вообще нужны деньги для организации этой работы. Я говорю еще раз, системная работа, она в какой-то части выстроена. Да? Тот же у нас подведомственная организация Министерства сельского хозяйства, ГБУ пчеловодства, да, они занимаются, у них это выстроено, эта работа. Но надо понимать, что у нас 99% всех пчеловодов республики – это личные подсобные хозяйства. Понимаете? А там все эти истории, все эти грантовые истории, все эти субсидируемые истории, они все ориентированы на крестьянские, фермерские хозяйства или на юридических лиц. Здесь нету личного подсобного хозяйства. Люди вот с деревень пойти и получить эту пчелопакеты не могут. Дело не в этом, что им никто не хочет помочь, потому что сельское хозяйство все-таки это отрасль, где надо по их законам, по их нормативке работать. То есть если ты не являешься, живешь, даже если ты там 500 семей будешь держать в деревнях, там, ну, это максимум, прям, там, даже 100, 200, 300 держишь, если ты не оформлен, в первую очередь, как хотя бы фермер КФХ, там, официально не показываешь, сколько ты добываешь меда, и в статистику не попадает, да, и много-много вот таких процессов, которые они должны пройти. Ну, вы представьте себе сейчас, как деревенский парень пойдет это будет делать. Но он это не делает. В этом-то вся проблема. Хорошо, Салават Тагирович, я все-таки не услышал никакого совершенно ответа на вопрос слушателя, зачем нужен именно французский инвестор. Вот неужели не могут вот именно наши хотя бы власти, что ли, или наши предприниматели крупные как-то это наладить? Российские, не обязательно башкортостанские только. Зачем инвестор в Франции? Да, смотрите, еще раз, может, я чуть-чуть неправильно объяснил, воспроизводство, да, среднерусской пчелы, именно башкирской популяции, да, это дорогой процесс. Он тебе выйдет, вот одна пчела-семья в том же Бурзянском районе, он тебе выйдет там, в 1015, наверное. Это то же самое же в Глинском районе, который у нас традиционно этим занимаются. А эта пчела стоит, привозная, да, пчелопакет, стоит 4 тысячи, это максимальная цена. Вот и сравнивайте разницу. Когда у человека 10 ульев, он, естественно, это берет. Другое дело, чтобы как-то субсидировать за счет государства, вот это первая часть работы. А субсидирование, я еще раз объясняю, работает только в отношении юридических лиц. В данном случае все программы Минсельхоза направлены на это, но не для личных подсобных хозяйств. А вся проблема, что все эти пчела находятся в личном подсобном хозяйстве. Вот чтобы эту проблему как-то решить, мы в этом году, вернее в том году, мы провели такой эксперимент, отработали эту технологию, мы начали получать пчелиные матки в Бурзянском районе в заказнике Алтын-Солок. И начали раздавать местным бесплатно. Это мы как в качестве эксперимента, потому что местные никогда не будут покупать даже за 500 рублей эту пчеломатку. А это огромная проблема. Эта проблема создает как раз в самой сохранении этой пчелы, потому что добрая половина, еще раз говорю, пчеловодов – это личные подсобные хозяйства. Вот поэтому эту работу надо наладить. Поэтому, если даже любой инвестор зайдет, понимает, что здесь нету бизнесовой истории, тут деньги не заработаешь. Тут надо помогать сохранять эту популяцию. Вот теперь мне сейчас объясните, в Ишимбайском районе мы найдем одного человека, который, заметьте только, да, это минимум где-то надо, чтобы эту работу системно наладить, примерно от 5 до 10 миллионов. Это вот первичные вложения. Вы найдите мне пчеловода, который это будет бесплатно делать. Да нет, они не будут этого делать. И не делают. Но очень, очень сложно верится, что французские инвесторы решили вот так внезапно заняться благотворительностью, сохранить что-то в Башкирии. Хорошо. Я тогда добавлю, да, раз уж эту тему коснулись, я добавлю. Мы когда летом разговаривали, почему эта тема возникла, я ребятам говорил, инвестор, который заходит, они и сами говорили, мы хотим заниматься среднерусской башкирской породой, для того, чтобы его сохранить. Но любой промышленник понимает, что он не может бизнес построить на этих пчелах. Почему? Потому что вся работа с этой породой, это очень сложно, на самом деле сложно. Для бизнесмена, который будет выстраивать в больших объемах эту работу, работать с этой пчелой тяжело. Поэтому все пчеловоды, которые выходят на промышленный уровень, они работают по другим технологиям с другой пчелой. Это то же самое, как выращивать условно бройлер, там, я не знаю, там, дома, да, птицу, да, для личного употребления. Да, ты будешь с другими породами работать. Но если у тебя птицеферма большая, то другие технологии абсолютно. Здесь та же самая история. Хорошо, Салават Тагирович, да, спасибо большое. У нас просто времени не так много. Нужно, чтобы каждый успел, да, высказаться и задать вопрос, если они будут. Сергей Георгиевич Мулюков, генеральный директор компании «Башкирские пасеки». Вот хотелось бы вам задать вопрос, действительно ли наши местные предприниматели, наш местный бизнес не способен обеспечить вот то, о чем говорит Салават Тагирович, обязательно нужны инвесторы зарубежные.
Ага, Сергей Георгиевич, вас не слышно по какой-то причине. Давайте попробуем как-то это наладить. Пока что я перейду к Евгению Сорокотяге, пчеловоду и юристу. Евгений, вот вы, как говорится, человек, который работает в полях, да, в этой сфере. Скажите, вот действительно ли все так, как говорит Салават Тагирович, или вам есть что возразить? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что здесь вот не только эта проблема инвесторов каких-то условных, проблема каких-то инвестиций и сохранения башкирской пчелы. Но сохранение башкирской пчелы, конечно, это важно, очень важно. Но здесь нужно сказать, что здесь в первую очередь должны рассматриваться проблемы вот местного населения. Я тоже вчера присутствовал на селе Макарова на сходе граждан. Так вот, нужно сказать, что здесь нужно начинать от того, что хотят люди услышать на местах. А на местах люди хотят услышать, в принципе, о поддержке, в том числе о поддержке, как Салават Тагирович говорил, крестьянско-фермерских хозяйств. Но здесь нужно сказать, что это достаточно сложно. Там говорилось о поддержке крестьянских фермерских хозяйств, кооперативов, но ничего не говорилось о поддержке, скажем, личных подсобных хозяйств, в том числе и субсидировании хотя бы раздачи тех же пчеломаток или, может быть, пакетов среднерусской пчелы. Достаточно много людей, которые держат там этих пчел. Ведь проблема началась там с того, что это вопрос был земельный. Земельный вопрос для наших людей, для башкир, для коренных людей, которые здесь живут на территории республики, он ведь очень острый. Люди немножко по-другому относятся здесь к земле, чем, скажем, даже на остальной территории России. Здесь люди, они всегда жили, эта земля им принадлежала, а здесь по решению властей наделяют французских каких-то инвесторов земельными участками прямо, можно сказать, за огородами, да, фактически. То есть здесь проблема, она многогранная. Во-первых, то, что такая ошибка, как чиновники признали, бюрократическая ошибка произошла, в том числе из-за того, что, я считаю, вот земельные вопросы многие переданы были в Уфу, и проблемы макарских пчеловодов, они из Уфы, конечно, не видны там. Вот. Во-первых. Во-вторых, при распределении этих участков элементарно не учли закон о пчеловодстве в Республике Башкортостан. Там нельзя размещать пасеки, кочевые пасеки в 1,5 километрах от стационарных, и там есть 3-километровая зона для стационарных пасек. То есть от пасек этих людей нельзя было в 1,5 километрах как минимум размещать пасеки каких-то инвесторов и всех остальных. Это запрещено законом у нас. Чиновники как-то об этом не подумали. Потом, что касается проблемы местных людей, опять же, мы будем отталкиваться все-таки не от проблем инвесторов, а от проблем местных людей. Если сказать, что местные люди, они считают, что они будут лишены, там достаточно большое количество семей, пчелосемей, которые должны быть предоставлены французским инвесторам нашим. Мы не знаем, кто это, нам не сказали, какая там будет пчела, сколько пчелосемей. По моим данным, порядка 50 тысяч. Это достаточно большое количество семей, и местные были бы лишены, я думаю, вот той медоносной базы. А ведь для многих это рабочие места. Да, может быть, это личные подсобные хозяйства, и для государства это не очень выгодно, потому что личные подсобные хозяйства у нас в соответствии с законодательством, они не платят налоги. Но это для многих хлеб, который их там кормит. Вот с учетом той низкой зарплаты, да, которая невысокой, скажем так, зарплаты, которую получает особенно в сельской местности у нас население, это для многих единственное средство для существования. И ведь там, если их лишить этого, во многом станет вопрос либо людям куда-то уезжать, либо там уезжать на север зарабатывать, либо в принципе уезжать из республики, что во многом сейчас происходит. То есть, вот отталкиваясь от проблемы местного населения, я не услышал от чиновников, что они вот так прислушиваются. Да, было сказано, всего лишь сказано о поддержке крестьянско-фермерских хозяйств, кооперативов. То есть это сейчас, вот, если смотреть поближе, это мало реализуемо. Потом все-таки 50 тысяч семей, даже 30 тысяч семей по разным источникам, это промышленное пчеловодство. И каким образом такое количество семей скажется, скажем, на том же
заказники Ишимбайский, либо эти семьи будут стоять буквально в 30 километрах от нашей резервации башкирской популяции, нашей бурзянки, да, пчелы, в 30 километрах буквально. И как это скажется на нашей бурзянской пчеле? Потому что мы не услышали, будет ли там среднерусская пчела или какая-либо другая. То есть на прямой вот такой вопрос людям не был дан ответ. Сейчас по словам Салавата Тагировича я понял, что наверняка там будет использоваться какая-то другая пчела. Да, наша пчела среднерусская, башкирская, она тяжела в работе, она достаточно агрессивна для промышленного пчеловодства. Но здесь нужно сказать, что ведь в том числе и забота государства о том, чтобы эта пчела, чтобы были проведены какие-то работы, была генетика подбита этой пчелы, чтобы можно было использовать ее в промышленном пчеловодстве. То есть как это делается, скажем, в Германии, в Австрии, в европейских странах, где та же самая карника, карпатка, она адаптирована для пчеловодства. Да, хорошо, Евгений, спасибо большое. Ну вот, что касаемо позиции местных пчеловодов, тут вице-премьер Азат Бадранов, который на этой встрече вчерашней присутствовал, насколько я понимаю, он написал у себя вот что. При определении участков для инвестиционного пчеловодческого проекта не учли позицию местных пчеловодов. Эту бюрократическую ошибку мы исправим. Участки для инвестпроекта будут скорректированы. Вот. Более того, в ходе общения выяснилось, что в Ишимбайском районе нет общества или ассоциации пчеловодов, а также местные пчеловоды не пользуются мерами господдержки. Их вот он, как говорит, только для пчеловодов около 5. Хорошо, спасибо. Знаете, вот я бы хотел дать слово ученым. Елена Станиславовна Салтыкова, старший научный сотрудник лаборатории биохимии и адаптивности насекомых, доктор биологических наук. Елена Станиславовна, пожалуйста, вот что касается, как это отразится на башкирской и среднерусской пчеле, последствия какие могут быть завоза других пчел, что вы можете про это сказать? Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что я не видела программы компании BeHappy. Поэтому для того, чтобы говорить как-то аргументированно, хотелось знать, их, скажем так, программный вот этот вот лист. Что, где и как они хотят. Сколько они хотят закупать, допустим, среднерусской нашей пчелы бурзянской, и сколько они хотят использовать завозной пчелы. Но я так понимаю, на всей территории России, где используются промышленные пасеки, это используется карника. Ну или карпатка, там, как хотите, можно назвать. То есть хотелось бы знать соотношение. Да, безусловно, генофонд среднерусской пчелы весьма чувствителен к завозным пчелам. И необходимо создавать буферную зону, хорошую, внушительную буферную зону с хорошим трутневым фоном среднерусской пчелы для того, чтобы уберечь ее от метизации. Да, Елена Станиславовна, я прошу прощения, я вынужден вас прервать. Мы продолжим буквально через пару минут после выпуска федеральных новостей. Я напомню, вы слушаете программу «Ищем выход» на Эхе Москвы в Уфе. Мы сегодня говорим о сосуществовании промышленного и любительского пчеловодства в Башкирии. Эта тема сегодня актуальна, наверняка для постоянных слушателей Эха. Это вполне понятно и ясно. Ну что, теперь федеральные новости. Часов 30 минут в Москве. Добрый день. В студии Ирина Меркулова. Краткие новости на Эхе. В Кремле считают, что учения и тренировочные запуски баллистических ракет не должны вызывать опасений. Они происходят достаточно регулярно, и этому предшествует серия уведомлений по разным каналам, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Министерство обороны России объявило сегодня о масштабных учениях сил стратегического сдерживания. Они пройдут завтра под руководством президента. Песков уточнил, что во время учений Путин будет находиться в ситуационном центре
центре Министерства обороны. Возможно, к нему присоединится белорусский руководитель Александр Лукашенко. Остальные подробности – не публичная информация, подчеркивают в Кремле. Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко, курирующий спорт в правительстве, раскритиковал президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха за высказывание об отношениях тренера российских фигуристок Этери Тутберидзе к ее подопечным. По мнению Чернышенко, это неуместно и неправильно. Бах, в частности, сказал, что был взволнован выступлением российской фигуристки Камилы Валиевой во время произвольной программы. Глава МОК считает, что фигуристка испытывала невероятный стресс, но самой поразительной была реакция тренера. Как можно быть настолько холодным по отношению к этой девочке, спрашивает Бах. Во время произвольной программы Камила Валиева допустила несколько ошибок и дважды упала. В результате она заняла 4-е место. Золото Олимпиады у Анны Щербаковой, а серебро у Александры Трусовой. Камила Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх. Сегодня она возвращается в Москву. Напомню, в декабрьских допинг-пробах спортсменки были обнаружены следы запрещенного вещества. Правительство Великобритании из соображений безопасности может отозвать так называемые золотые визы, выданные бизнесменам со всего мира, в том числе россиянам, предупредил замминистра внутренних дел Дэмиан Хайнс. Британские СМИ увязывают решение об отказе от золотых виз с ужесточением политики властей в борьбе с отмыванием денег и коррупцией. Первые 34 человека с загоревшегося итальянского парома прибыли на греческий остров Корфу. Среди них есть граждане Беларуси и Украины, сообщает ТАСС. Пассажиров и членов команды перевозят партиями на небольших судах береговой охраны. На борту парома было почти 300 человек. Судьба 11 пока неизвестна. Паром следовал из Греции в итальянский порт Бриндизи. В ЛДПР утверждают, что лидер партии Владимир Жириновский идет на поправку, но все еще должен оставаться под наблюдением врачей. Жириновского госпитализировали 2 февраля с коронавирусом. Он лечится в ЦКБ. По информации источников газеты «Коммерсант», политик заразился коронавирусом в конце января, но до последнего скрывал диагноз. Сам Жириновский утверждал, что вакцинировался 8 раз. В Москве в ближайшие сутки облачно, мокрый снег, температура и ночью, и днем до +2 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы. 3, 2, 1. Реклама. Поздний час, половина первого, в аптеку не пойти, но Фармленд всегда в сети. Зачем в аптеку идти? Фармленд для вас всегда в сети. Здесь цены ниже и большой ассортимент. Удобный сервис для вас, чтобы сделать выгодный заказ. Установите приложение Фармленд. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Дистанционные продажи не ведутся. 18+. Фармленд, что надо. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. «Эхо Москвы» в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Народная. Халык. Народная дипломатия. Халык дипломатиясы. Народная дипломатия. Халык дипломатиясы. Коммунисты призвали прибегнуть в отношениях России и Украины к народной дипломатии. Коммунистлар Россия һәм Украина мөнәсәбәтләрендә халык дипломатиясын кулланырга чакырды. Коммунисты призвали прибегнуть в отношениях России и Украины к народной дипломатии. Коммунистлар Россия һәм Украина мөнәсәбәтләрендә халык дипломатиясын кулланырга чакырды. «Эхо Москвы» в Уфе и представительство Всемирного конгресса татар в Башкортостане представляют рубрику «Говорим по-татарски». Ищем выход. Мы продолжаем программу «Ищем выход» на «Эхе Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня мы обсуждаем сосуществование промышленного и любительского пчеловодства в Башкирии вместе с рядом экспертов. И я снова даю слово Елене Станиславовне Салтыковой, старшему научному сотруднику лаборатории биохимии адаптивности насекомых и доктору биологических наук. Пожалуйста, продолжайте. Как завоз, так скажем, сторонних чужих пчел может повредить башкирской среднерусской?
Спасибо большое. Я продолжу и повторюсь, что генофонд среднерусской пчелы весьма уязвим к влиянию других иных генофондов. Но понятно, что на территории Башкирии всегда, поскольку это уже ситуация возникла, и никто ее нарушить не сможет, всегда будут сосуществовать пчеловоды, которые любят и разводят среднерусскую пчелу, и пчеловоды-промышленники, которые используют карнику, карпатку у себя на пасеках, потому что эти пчелы, они гораздо более удобны для промышленного разведения. Со среднерусской пчелой началась такая работа несколько лет тому назад, еще в бытность руководства нашей лаборатории Алексея Николенко, которого, к сожалению, сейчас нет вместе с нами. Мы взаимодействовали с заповедниками, которые возглавляет Михаил Косарев. Мы взаимодействовали с заповедником Алтын-Салок. Программа, которая была задумана по сохранению среднерусской породы или темной лесной пчелы, она была также названа Алтын-Салок. Наша была мечта, как научной группы, научной лаборатории, сохранить для Башкирии темную лесную пчелу или среднерусскую породу. Все наши исследования были направлены именно для этого. И результатами нашей работы явились некие разработки, то есть мы имеем возможность генотипировать теперь среднерусскую пчелу. И, допустим, если существует какое-то генетическое ядро, допустим, на особо охраняемых территориях, заповедных территориях, что, собственно говоря, и было ранее, если создавать вокруг этого ядра хороший трутневый фон, то есть некую буферную зону, нашими работами было установлено, что эта буферная зона из хорошего добротного трутневого фона, она сохраняет это ядро и регулирует генетические процессы внутри этого ядра. То есть если это сохраняется, постулат, то тогда можно будет и дальше продолжать работать в данном направлении. Можно расширять это ядро, можно его мультиплицировать на другие особо охраняемые территории. То есть для этого нужна целенаправленная работа. Еще раз повторюсь, никто пока не видел программы развития со стороны иностранных инвесторов. Пока здесь сосуществовали, почему Салават Талгатович говорит, что здесь несколько политизирован вопрос. Да, конечно, есть этот элемент, есть элемент конкуренции за будущие растительные ресурсы и так далее. Я считаю, что нужно как можно больше вступать в диалог. Только во время такого диалога можно разобраться в данной ситуации. Я считаю, что была некоторая ошибка, что претенденты на растительные, финансовые, еще какие-то медовые ресурсы, да, не встретились с местным населением, не объяснили им свою позицию. Мне кажется, что это нужно было сделать, и это тоже один из вариантов попробовать решить данную ситуацию мирным путем. То, что промышленная пасека будет пользоваться промышленной пчелой для разведения, потому что она весьма устойчива, она удобна для разведения. Практически вся Россия использует для промышленного разведения карнику, это не секрет. Если будут соблюдаться условия для сохранения среднерусской пчелы, хочется сказать, что
да, она дорога в производстве, но ведь все, что имеет ограниченный ресурс, то есть генетический в том числе, будет стоить дорого. Ее надо мультиплицировать, тогда она будет стоить дешевле, потому что затраты на воспроизведение среднерусской пчелы, они достаточно серьезные. Вот. И если правительство будет субсидировать данный процесс, о чем говорил Салават Тагирович, то да, конечно, я думаю, что вопрос можно решить вот таким вот политическим решением, каким-то еще решением. Хорошо. Но диалог должен быть. Я считаю, что это самое оптимальное решение вопроса. Спасибо большое, Елена Станиславовна. Я бы хотел передать слово Михаилу Николаевичу Косареву, директору заповедника Шульган-Таш. Ваше мнение, действительно ли вы согласны ли с предыдущими собеседниками? Можно ли в целом делать то, по какому курсу сегодня идут наши власти башкортостанские в сфере пчеловодства? Добрый день. Ну, по-моему, вот главная проблема, что компания Be Happy нам ничего не сообщает, что они собираются делать. До этого реализовывался проект «Медовая тропа в Танцелок», директор по ОПТ. Он руководился Маратом Хасановым, почему-то он здесь не присутствует, он сегодня Be Happy. Хотелось бы просто знать итоги того проекта и что задумывается в будущем. Но, по-моему, у нас в Башкирии сегодня очень много сил, которые могут спасти пчел аборигенных. Это и самые лучшие в России ученые по генетике пчел, и учебное заведение, и очень много защитившихся, но все это работает в разнобой. Прежде всего, нужна республиканская программа сохранения аборигенных популяций. Их осталось немного. Это Тышлинская, 4 района на севере. Это генетический полуостров, там ситуация пока благоприятная, но охраны реально нет. И Бурдянская, которая представляет свой генетический остров. Вот у нас в районе, по данным покойного Алексея Николенко, доля генов среднерусской пчелы в 2017 году составляла 96%. На севере Башкирии 98%. Бурдянский район окружен районами, где эта доля снижается от 60% в Белорецком до 19%, по-моему, в Хайберлинском. Ну, довольно низкая. И сохранять очень сложно, если не расширять зону охраны. Поэтому, прежде всего, нужна республиканская программа. И понимание, нужно нам это или не нужно. Вот ботаники прогнозируют продвижение широколиственных лесов, в том числе липы, на север на 700 километров в течение предстоящих 50 лет в связи с тенденциями в изменении климата. В это можно поверить. Башкирия обладает половиной российских и третью мировых запасов липы, самого ценного медоноса, который дает один из самых дорогих медов. Аборигенные популяции среднерусской или темной лесной пчелы, Тышлинской и Бурзянской, немного неудобны в промышленном разведении, но дают мед лучшего качества. Это тоже уже доказано. Они лучше работают на липе, но более агрессивны. Мне кажется, что раз нам не вся картина понятна, самое лучшее было бы сегодня выделить районы, в которых допускается только работа с местной пчелой. Это, скорее всего, зона липы в горно-лесной части Башкирии, там, где сегодня доля генов среднерусской или темной лесной пчелы выше 50 или 60%. Михаил Николаевич, я прошу прощения, что я прерываю, мне просто интересно, у нас не так много времени. Скажите, вот в целом, если что-то пойдет не так, если власти не прислушиваются к ученому сообществу, к местным пчеловодам, завезут других пчел, придет этот инвестор, начнет работать, что-то нарушит, да, в экосистеме, к чему это в итоге придет? К тому, что мы потеряем башкирскую пчелу? Очевидно, что в ближайшие 10-15 лет мы потеряем последние остатки аборигенных пчел. И потом будем долго жалеть. Вот сегодня мы уже 19 лет помогаем полякам, немцам, 8 странам Европы восстанавливать бортничество, сохранять аборигенные популяции темной лесной пчелы в Европе. А у нас пока все это есть, но мы потеряем. Это уже видно. Нужно задуматься, пока не поздно.
Спасибо большое. Это был директор заповедника Шульганташ. Вы знаете, вот сейчас попробуем все-таки дать слово Сергею Георгиевичу Мулюкову, генеральному директору компании «Башкирские пасеки». Если технических проблем больше у вас нет, пожалуйста, ваше мнение. Вас все-таки не слышно, к сожалению. Мы попробуем как-то с вами связаться хотя бы по телефону. Салават Тагирович Нафиков, руководитель дирекции по особо охраняемым природным территориям Башкирии. Вы знаете, вот к вам много вопросов скопилось. В частности, первый от меня будет. Вы знаете, дело в том, что часто почему-то в нашей стране, хотя, наверное, понятно почему, чиновники любят брать на себя ответственность совершенно за любые вопросы. Часто мнение ученых не слушается совершенно. И вот это нам показала, например, ситуация на Шихане Куштау, когда ученые годами кричали о том, что разрабатывать Шихан нельзя. А сейчас мы тоже видим, что представители и Российской академии наук, и представители других, так скажем, организаций научных, они говорят, что это опасно, что мы можем просто потерять башкирскую пчелу. Почему чиновники не выстраивают диалог с учеными? Или мы просто чего-то не знаем? Начну, наверное, давайте конкретно вот по этой пчеле, сейчас вот ту проблему, которую обозначили мои коллеги из заповедника и из института, все знают, что есть такая проблема, и пути ее решения тоже знают, но проблема эта возникает ведь не из-за того, что мы массово завозим промышленных пчел и уже на ней работают, вопрос как раз-таки не в этом. Вопрос в том, что этих пчел много завозят, сами же деревенские, все остальные, вся буферная зона, о чем говорил вот Михаил Николаевич, это Ишимбай, та часть, также Кугарчинский район, Мелеузовский район, там они уже вплотную подошли. Тут как раз-таки вот эти механизмы-то до конца и не работают. Защитную зону от того, что мы сильно будем увеличивать, увеличим мы его, Дестрельдамака давайте увеличивать его. Вы поймите, на территориях где-то заповедник со своим количеством людей может закрыть, и то не факт, что он всю территорию закроет, именно будет надзорные работы вести. Тут надо принимать такие решения. Если есть спрос, вот вы же понимаете, если есть на это спрос, то с ними это бесполезно бороться. Надо регулировать. Понимаете? Эти пчел все равно, хотим мы того, не хотим, будут завозить и завозят. К сожалению, это так. Значит, надо с этой проблемой работать. И надо решения предлагать какие-то. Вот хорошее решение, это субсидирование. Но субсидирование проблемы только решает пока бизнесменов, бизнеса, но не личных подсобных хозяйств. Вся проблема как раз в этом заключается. Мы предлагаем, ученые, почему вы говорите, что не слышат? Нас слышат. Мы хотим, мы уже давно предлагаем, давайте создавать дополнительный заказник. В том же Иглинском районе, Лимезинский. Сейчас это стало актуальным. Вы понимаете, вот Нижний Лимезинский сельсовет, где живут, вот в каждом практически, в каждом дворе стоит там, стоят пчелы, они собирают мед, это известнейший мед, значит, у них такая же проблема, там тоже заходят, а там мало того, что еще люди официально по закону берут земельные участки и там ставят свои пасеки. Они сейчас сегодня их вилами выгоняют, это неправильно, надо законы, методы. Мы-то слышим, мы вот как раз и предлагаем, давайте решать таким способом. Вот много-много способов, которые могут эту проблему решать. Мы на это идем и решаем. Хорошо, спасибо. Елена Станиславовна, а действительно ли чиновники власти в целом общаются с учеными? Да, конечно. Еще сейчас ситуация еще агломерирует взаимодействие власти и ученых в преддверии Апимондии, и это очень важно. Естественно, мы высказываем и свою точку зрения. Может быть, действительно, и Михаил Николаевич, и Салават Такирович правильно говорят, что нужны какие-то программные действия. Нужны какие-то субсидирования, действительно. Без дополнительных субсидий среднерусскую пчелу очень тяжело будет и сохранить, и поднять ее. Ученые готовы работать дальше в тесном взаимодействии с особо охраняемыми территориями, которые возглавляют присутствующие здесь лица. И
необходимо очень четко промониторить данные, потому что данные территории по выявлению вот этих вот островков, сколько там еще их осталось, потому что мониторинг данных популяций, он требует некоторой периодичности, и этим нужно заниматься. Наверное, нужно власти как-то субсидировать еще и работу ученых, потому что мы же тоже должны как бы выстраивать свою программу и четко представлять, а что хотят от нас получить в плане результативности нашей работы. Выстраивать какие-то свои планы должны. Поэтому диалог, безусловно, будет продолжаться. Власти ученых слышат, они хотят с ними работать. То, что здесь сегодня не присутствует Марат Вафиевич Хасанов, который с Алексеем Николенко начинали программу «Алтын-Салок», после кончины Алексея Геннадьевича эта программа не потерялась. Мы продолжаем сотрудничать с организацией Хасанова, и будем продолжать сотрудничать дальше по сохранению. Мы будем подключать сюда все возможные ресурсы, которыми мы обладаем, и в перспективе будем использовать их еще больше, в том числе прибегать к ресурсам других государств, иностранных государств. Диалог можно выстраивать бесконечно широко, но главное, результат этого диалога должен быть. Да, действительно, чтобы слышали ученых, все-таки они просто пытались сделать вид. Хорошо, Лена Станиславовна, спасибо большое. Сергей Георгиевич Мулюков, генеральный директор компании «Башкирские пасеки», все-таки к нам подключился, поэтому я с удовольствием передаю вам слово, ваш взгляд на ситуацию. Вот сейчас слышно, да? Да. Хорошо. Смотрите, я разделяю мнение моих коллег, Лена Станиславовна, Михаил Николаевич. На самом деле, по факту не проводилась работа с населением наших чиновников по всей вертикали, то есть не было объяснения ни проекта, ни этапности, ни погружения в эти проекты, да, и у народа, у населения, конечно, возникают вопросы, когда не хватает ответов. Тем более, что в марте 2020 года я видел первые страницы, скажем так, этого проекта. Мне ознакомили с тем, с чего должны стартовать французские инвесторы в этом проекте. А там значилось, что они должны были подкрепить серьезность своих намерений открытием современной лаборатории по международной аккредитации в Уфе за свои деньги и тем самым показать серьезность своих намерений, подкрепить финансовую свою состоятельность. Вот по этому плану эта лаборатория должна была быть открыта в декабре 2021 года в Уфе. Было организовано юридическое лицо Интертек Уфа, но, к сожалению, видите, по факту 3 месяца уже прошло, лаборатории нет. И вот эти сомнения у населения, они сейчас подкрепляются вот этими доводами, понимаете? Я как переработчик, ведущий, который ориентирован на экспорт, я могу подтвердить, что вот для нас не созданы условия, чтобы мы могли в комфортных, спокойных условиях проверять качество меда башкирских пчеловодов в Уфе, годен он на экспорт или нет. То есть мы с 2012 года ведем эту работу по общественной линии, то есть писали письма правительству с просьбой найти какую-то целевую программу, выделить деньги на создание вот этого лабораторного комплекса, чтобы мы могли подтолкнуть развитие башкирского пчеловодства, потому что спрос на башкирский мед априори очень высокий. Но, к сожалению, за это время все шаги, которые были сделаны, купленные лабораторные комплексы, они не соответствуют международным трендам. Понимаете? Это большая проблема. И сейчас вот это является тормозом определенным для, в том числе, развития пчеловодства, потому что пчеловоды не знают до конца правила игры, какой мед он будет проходить и не будет проходить. Эту работу на местах не ведутся. То есть институт ветеринарных инспекторов, к сожалению, разрушен уже много лет. А если учесть, что у нас Центр пчеловодства «Гугниц» работает с 1998 года с республиканским финансированием ежегодным, и он работает до сих пор, по разным оценкам от 1,5 до 2,5 миллиардов денег уже потрачено просто на его ежедневное существование, то, конечно, можно было бы этими деньгами более эффективно воспользоваться.
Ну, вот как-то так. Сергей Георгиевич, насколько может пострадать ваше предприятие, если действительно французские инвесторы придут и начнут в полную силу работать? Ну, оно никак не пострадает, потому что мы видим уже реакцию населения, да, потому что, видите, тут тоже не совсем понятная игра французских инвесторов. Они на меня выходили, то есть помимо инвестиционного проекта, который они озвучили, он красивый, он звучащий, они предлагали мне работать в цепочке подбора им меда для того, чтобы оптовыми поставками они могли бочками отправлять на экспорт в Европу, понимаете? То есть удивительно, что какие-то первые шаги они пытались и пытаются делать как простые крупные перекупы, а не как какие-то инвестиционные игроки, которые приносят какие-то инновации сюда. Вот это тоже очень много вопросов возникает. И у населения, и у нас очень много недоумений в этом вопросе. И, конечно, тоже очень важный вопрос, что, ну, понимаете, я видел эту программу, то есть проект на 4 миллиарда рублей, потом на 3 700. Из них через какое-то время республика должна отдать этим же инвесторам 2 миллиарда вернуть в виде неуплаты налогов, в виде бесплатных подключений коммуникаций, в виде бесплатного отведения земли. Да? То есть здесь вот возникают вопросы экономической эффективности этого проекта. А что мы получаем? Мы не будем ли теми же индейцами, которых за бусы в Северной Америке отсняли землю, понимаете? И удивляет то, что наше правительство республиканское, оно не предложило как минимум местному сообществу такой же проект. То есть могли бы там сделать какой-то оклик, сказать, кто готов вообще, есть ли у нас сообщество, которое может потянуть, или мы отдаем на сторону этот проект. Вот этого тоже не было альтернативы. То есть, да, спасибо большое. У нас мало времени осталось. Салават Такирович Нафиков, пожалуйста, ваш ответ на все это. Ну, смотрите, наверное, все намерения инвестиций по инвесторам, инвесторы сами выскажут, да. Там где-то были с пандемией, наверное, связаны такие вещи, что вовремя не смогли какие-то взятые обязательства. Но насколько я знаю, как бы общался, они пробовали разные варианты взаимодействия, в том числе обращались к нашим бизнесменам, вот и Сергей прекрасно с ними общался, и до сих пор, насколько я знаю, общаются, но непонимание пока на некоторые вопросы, вернее так, на некоторые вопросы еще ответов нет, но общие намерения, которые в любом случае хотят зайти в сама отрасль, в том числе и Сергей, как сказал, они не потеряют. Вот, потому что пчеловодство – это вот такой своеобразный бизнес. Тут невозможно прям с наскока что-то брать, люди должны быть понимающие. Другое дело, еще не все карты не открыли, и вопросы вызывают в том числе и у населения. Ну, наверное, это есть, но это надо в режиме диалога решать и общаться. И по поводу вот этих лабораторий, коллеги, давайте объективно смотреть на вещи. Сегодня у нас, к сожалению, мы много где пытались такие аналогичные лаборатории запускать, но эти лаборатории находятся сегодня практически все за границей. Может, первичный анализ, да, это подтвердят, но давайте объективно смотреть. Тот же мед, который у населения в том же Ишимбае или в том же Бурзянском районе, да, мы же понимаем, что они, наверное, очень, большой шанс, что они не могут пройти эту лабораторию. Чисто по объективным причинам, потому что в личных подсобных хозяйствах, да, начиная от ветеринарии и заканчивая процессом медосбора, нет-нет, попадают те вещества, которые только именно в высокоточных лабораториях выявляются. Это, к сожалению, является барьером на сегодняшний день на экспорт. И Сергей с этим постоянно сталкивается, он лучше меня знает эти проблемы. Он бы давным-давно наладил бы на экспорт этот мед, если этот мед можно было даже продавать за границей. Но он даже хорошо, да, спасибо большое. Спасибо. Салават Нафиков был. Но вы знаете, вот меня что очень удивляет, и всегда в целом такая риторика у наших республиканских и российских в целом властей была, обращаются общественники и активисты из разных экологических движений, но почему-то всегда их, значит, говорят, что тема политизируется ими. Но это очень странно. Выстраивайте диалог. Спасибо, это была программа «Ищем выход». До свидания. Радио